Что такое бюджетные и денежные обязательства? Как их правильно принимать и корректировать? Какую роль в этом процессе играет казначейство? Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе онлайн-совещания. Так как казначейство для Абхазии достаточно новое управление, неизученных сторон много. И в этом плане опыт российских коллег очень важен. С января 2021 года в казначействе Абхазии ожидаются изменения. А именно, все бюджетополучатели должны будут вести учет бюджетных и денежных обязательств, а также предоставлять информацию об уже принятых бюджетных обязательствах в управление казначейства Министерства финансов Абхазии. Это подразумевает то, что наши бюджетополучатели будут предоставлять нам сведения о принятых бюджетных обязательствах. То есть заключается государственный контракт, либо договор на оказание работ, услуг, либо же о выделении субсидий, субвенций местным бюджетам. И на основании этих документов будут вестись учет бюджетных обязательств. Также при наличии документов, которые удостоверяют возникновение денежных обязательств, будет вестись учет и денежных обязательств тоже. Участники онлайн-совещания подробно обсудили актуальные вопросы казначейского учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета. Приглашенные на встречу сотрудники районных финансовых органов задавали интересующие вопросы. Финансисты обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются в работе. Мы не всегда успеваем финансировать те обязательства, которые принимаем, и вот они из года в год переходят. Вот, к примеру, обязательства, принятые в 2020 году и неисполненные, как они должны учитываться в следующем году и должны ли они вообще переходить на следующий год. Это, естественно, не связано с такими расходами капитального характера, которые проводятся в рамках реализации инвестпрограммы. Первый момент, да, мы понимаем, да, что совсем недавно приняты как раз эти приказы Министерства финансов, утверждены, да, соответствующие порядки. Вот. Здесь необходимо, конечно, да, провести соответствующую работу по изучению уже бюджетополучателями этих порядков и, непосредственно, конечно, да, и сотрудниками управления казначейства. В рамках проведения этой работы, безусловно, да, у коллег возникнут целый перечень вопросов, которые мы предлагаем, что аккумулировать на уровне Министерства финансов, соответственно, и провести уже совместную работу с федеральным казначейством в части детальных ответов на все возникшие вопросы. Это во-первых. Во-вторых, сейчас в рамках, соответственно, доработки программного комплекса мы постараемся совместными усилиями максимально автоматизировать все бизнес-процессы, которые заложены у нас в рамках принятых нормативно-правовых актов. В рамках, соответственно, принятия этого программного комплекса необходимо будет провести детальное его тестирование, провести его опытную эксплуатацию, потом переходим это все дело в промышленную эксплуатацию, да, и выпускаем уже, так скажем, в боевой режим это все дело. Поэтому во второй части мы предлагаем еще раз вернуться к детальным вопросам в части реализации этих нормативно-правовых актов уже с точки зрения реализации программного комплекса. Депутат парламента, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр отметила, что поддерживает мнение российских специалистов о том, что в 2021 году нужно будет принять порядка 10 нормативно-правовых актов для регулирования казначейской системы сопровождения. Мы тоже со своей стороны, как депутаты парламента, как председатель комитета, я могу вас заверить, что с большим удовольствием начнем работу по именно внедрению и внесению изменений в наши законодательные акты. Я со своей стороны могу сказать только одно. Нас радует именно внедрение и казначейской системы сопровождения, да, она приводит к более полному такому прозрачному, возможности прозрачного ведения и отслеживания бюджетных средств, и нас это очень радует. Поэтому мы готовы к взаимодействию
И будем рады вот проведению вот таких вот именно семинаров, общений, которые будут способствовать для вот более лучшей, так сказать, более углубленной работы в системе казначейства. Подводя итоги встречи, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба отметил важность таких мероприятий для прозрачности и упрощения работы финансовой системы страны. Вы слышали, да, какие будут перспективы по учету бюджетных обязательств. В течение дня согласования, в течение 3 дней согласования. Это же получается так, что бюджетный, финансовый год, который равен календарному, он же, по сути, начинает разбиваться на вот эти вот даты ограничения. Если мы сегодня понимаем, что ресурс, по которому принято решение, мы же как умственно, сегодня надо довести ЛБО, сегодня надо довести там объемы финансирования, и сегодня надо осуществить кассовый расход, то теперь нормативно это будет по-другому. Сегодня, если примется ЛБО, в течение 1 или 2 дней должны приняться другие решения по доведению, в течение еще 3 дней проверить. Вы представляете, да, как это по времени будет длиться? Поэтому очень-очень серьезно к этому надо будет отнестись. По сути, бюджетная система, я откровенно могу сказать, продолжает в хорошем смысле развиваться, имеет такую хорошую перспективу. Это такой вот в лице казначейства, в большей части сейчас речь об управлении казначейством, вот этот хороший инструмент, который позволил кардинально изменить подходы к, во-первых, осмыслению государственных общественных финансов, во-вторых, повысил точно управляемость общественными финансами, это однозначно. Как сказал Владимир Делба, с учетом предполагаемых изменений в деятельности казначейства Абхазии, подобные встречи будут продолжаться. Алика Трапшина, Алагухава, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.